Доброго дня. Доброго дня, вітаю. Київ, Україна, Андрій Зелинский, специально для канала Миновито онлайн. И это будет веселое видео, потому что я буду рассуждать о вещах, в которых, по идее, не должен разбираться совсем. Российское влияние на Беларусь – это кнут и пряник. Ну, с кнутом все понятно, это силовое и даже военное вмешательство. И на эту тему говорят все, кому не лень. А вот пряник – это экономическая составляющая. Он обычно остается без внимания. И вот мне хотелось бы сегодня об этом поговорить, разобраться, насколько этот пряник свежий и пряник ли это вообще. В перспективе для новой независимой Беларуси я вижу три варианта, три возможных сценария, по которому будет происходить взаимодействие. Сценарий первый – это внезапный разворот России, отказ от ее статуса страны-террориста номер один, условный Горбачев. В случае наступления либерализации всего и вся, те экономические и управленческие связи, которые сегодня поддерживаются внутри страны, внутри России исключительно силовыми методами, будут нарушены. И в стране наступит хаос, приблизительно похожий на начало 90-х. И продлится он в этот раз значительно дольше, по очевидным причинам. И Россия на это время уйдет с экономической карты мира. Ну, по крайней мере, как потребительский рынок. Вариант второй – это сохранение нынешней ситуации, сохранение этой условной стабильности. Дело в том, что уже сегодня российские потребители, половина из них по опросам Левада-Центр, поддерживают введение продовольственных карточек. В стране условный средний класс объявлен на уровне зарплат меньше 20 тысяч рублей. То есть среднестатистический россиянин уже сегодня не в состоянии позволить себе покупать качественную продукцию, качественную еду, качественную одежду и все остальное. Но не только простой российский обыватель не может или не хочет себе позволить покупать качественную продукцию. Это не делает даже военно-промышленный комплекс. Даже военные не обращают внимания на качество сегодняшней современной России. Российская армия, например, в данное время перевооружается. Старый автомат АК-74 уходит с вооружения, на его смену приходит автомат АК-12. Но его лишь условно можно назвать стрелковым оружием, сделанным по всем правилам из тех материалов, которые необходимы. Это скорее не металлы, это скорее пластмассы. Этот автомат в большей степени напоминает муляж оружия. И эта тенденция, я не сомневаюсь, в потреблении все менее и менее качественной продукции по тем или иным причинам будет сохраняться. То есть Беларусь, возможно, и будет продолжать торговать с Россией в больших объемах, но качество, тот самый бренд белорусского качества будет снижаться. А он и сейчас оставляет желать лучшего. Это я могу сказать как украинский потребитель. Если лет 10 назад белорусская еда в украинских магазинах удивляла и ценником, и качеством, то уже сегодня это ничем не выделяется из ряда всей остальной продукции. Львовская администрация недавно отказалась от городских автобусов МАЗ. Отказалась по политическим, не по экономическим причинам, но понятно, что если и когда МАЗ попробует вернуться на украинский рынок, не факт, что это место будет пустым. Европейский и американский бизнес, особенно американский, издалека все меньше и меньше будет присматриваться, какая белорусская компания сотрудничает с Россией, какая нет, какая попадает под санкции. Очень быстро весь белорусский бизнес станет совершенно токсичным. И вот этот вот пряничный домик всеобщего нейтрального экономического перекрестка по факту окажется дырой в заборе. Дырой в заборе, через которую в вашу страну хлынут полуголодные варвары, которые будут производить на ваших предприятиях колбасу из туалетной бумаги, собирать на тяп-ляп МАЗы из пластиковых комплектующих,
и эту самую колбасу на этих самых МАЗах себе туда за забор вывозить. Какое-то время белорусам будет хорошо, потому что все получат повышение. Минимальная должность, которую будет занимать белорус, все равно будет руководящая. И если отбросить моральную составляющую, то какое-то время в стране все, может быть, будет даже и неплохо. Все белорусы будут ходить в оранжевых штанах, пацаки будут делать 2 раза куб. Но вот вопрос, как долго это продлится и что будет потом. Ну и вариант третий – это условный рост российской экономики. Для этого необходим отмена санкций и нефть по $100 за баррель, причем стабильно по 100. То есть это вариант внезапного возвращения прошлого, причем внезапного возвращения всемирного прошлого. Всемирного прошлого, в котором нет альтернативной энергетики, нет шельфовых добыч и не живет Илон Маск. Тут нужно, наверное, подвести какую-то черту, но я вместо этого задам вопрос тем будущим белорусским предпринимателям, будущим белорусским бизнесменам, которые собираются открывать или продолжать свой бизнес в новой, независимой, нейтральной, российско-ориентированной на экономику Беларуси. А вы сами делали прогнозы, хотя бы на 5-10 лет планы составляли? Очень бы хотелось их услышать. А пока это было мнение украинского художника о белорусской экономике. Тримайтеся и живе Беларусь!